Сябры, сегодня 14 ліпеня. Это день взятия Бастилии во Франции. И это так само для французов вельми знаменальный день. Я иду по улице Пилес, зараз еще диджеюсь, и хочу снять, як люди тут проводят час, а час у нас ось на годиннику. У гэты день и, до речі, мы только что с Олегом дали интервью, и тым ліку и я, одним журналистам з одной країни. Вот так вот я могу гулять и снимать свою идею. Мы дали интервью, и про нас зроблять материал. Зараз я знімаю гэта відео, а мяне знімають, як я знімаю відео. Гэта вельмі цікаво. Ну, можно вот снять это, вот этот оператор здымае мяне, и он бежит, как бы мяне снять со стороны. И вот этот базарчик. И я... Это киоски, кафешки. Вот. По Вільні можна ходити заўсёды і здымаць усё самае такое цікавае. Ось рэчы, які прадаюць. Ось прадаюць такія рэчы. Бачыце? Ось шкарпеточки. А это у нас капелюши. И шалики уже продают так само. А вот это вот у нас фотки. Ой, старой Вильни. Вот эти вот фоты старой Вильни. Это вельми заўсёды цікава паглядзець. И якой Вільня была шмат гадоў таму. И як выглядали и соборы, и вулицы. Ось так. Вот как интересно. Ось як цікаво. Ага. Я ніколі не думала, что стану объектом цікавости для когосьці. Звичайно, Олег з'являється объектом цікавости, а я вельми скромно стараюся здымаць тільки свої відео. І ось такі от стяги українські ще висять, гляньте, аж цілих два. Це після саміту НАТО. Ось. Тут красивые decorations. Это, а ось, глядите, какие цікавые. Вот такие у нас игрушечки цікавые. Такие вот. Ось такие. Ось такие. Ось такие. Бачите? А вот еще не сувениры какие красивые. Кубочки. Ну, заодно. Ой, какие красивые кубочки. И домики там такие красивые.
А вось і цацачкі у нас пригожие для детей. Ой, який трак, грузовик. Ого! Нам треба буде зайти, доглянуть. Ну, идем далее. У нас балкончик. Это вот цікавая вулиця, якую мы с вами заглядывали, літерату. Она так обычно... Ось она тут знаходится. И она знаходится прямо под балкончиком. Ось дом с балконом, и ось тут вулиця літерату. Ось так. Ну и это тоже сувенирная крама, и тут есть сувениры. І вось мы дійшли до гэтага Т-образного перекрыжавання, где у нас починається вулиця Янов, святых Янов, где буквально ось 2 дні тому адбылася, там университетский дворик знаходится, вот там уваход, это вот башня, и ось там есть дворик Віленского университету, где адбылася промова президента Злученых Штатов Америки Джо Байдена. И ось так. Thank you. Ну, а по гэтаму баку мы можем бачыць таксама сувениры. Шмат сувениров. Ой, добра. Одна тетя такая запротестовала, что я ее снимаю, ее товар. Сегодня тут шмат, хотя пятница, так, уже все, туристский сезон почався. Туристський сезон, вот дні, уже шмат людей, я бачу, так. На дворі сьогодні, до речі, вельми цудовне, 14 лютого. Где-то 23-25 без опадков, і ось облачки, ви можете бачити облаки, і яны зачиняють сонце, каб не зведаць пакут. Ну, я вертаюся назад по Пілісу. І мне вот подобається вот гэты, конечно, сквер. Гэты сквер подобаецца. По-перше, мне подобаецца, что здесь есть такие киоски. Вот этот вот Norwegian, вот это. Там можно и спить кавы, и попить. И вот там я сидела колисти на стульчиках, пила. Здесь можно такое кафе, где можно покушать. Вельми смачно. Такая больше, может, грузинская там кузин. Вот этот сквер мне подобається. Угу. Ось так. Ось этот камерамен бегає вокруг мене. Ну, зараз уже може спинився. Ось такі велосипедики там стоять. Дякую. Ну, а зараз я вже йду по
Ратушной, як завсёды. Здесь люди отдыхают. И глядите, я хотела вам уже давно показать, уже давно на Ратушной площади усталевали ось такие, в жаркие дни, сталевали такие брызгалки. Глядите, яны выпускают такой вейпор, пар. И калі, как приемно, калі жарко, мы можем пройти здесь. Зараз я иду, глядите, як цудовно. Только ветер сносит, глядите, глядите. Глядите, як. Классно. Сябры, глядите, як. Ура! Классно, ось, все, поехал ровер-рейс, проехал. Ось так думают про людей, про то, что им может быть жарко. Молодцы, Вильнюсское самоуправление. Бачите? Ось такая установочка. Ось такая. Ай, как классненько. А я здесь хожу и все, туда-сюда. Ось еще люди прошли. А я хожу. И все. Классно. Классненько. Девчонки тоже туди-сюди. Ось так. До речі, значить, гэта установка працуе кожны, цілий день, кожний час, але кожную гадзіну по 15 хвилин здесь есть перапынак. И он перестае працаваць. Ось кожные 15 хвилин. Ось так. Ай, хочется еще, вот так. Мне зараз прям на твар. Зараз на твар. Классно. Ну, ось, больш прыемна, калі супрацьветна. Ой, классно. Яшчэ пошли мои коллеги. Ось так. Ну, а на ратуші гучить щось. А зараз мы звернули на вулицу, не памятаю якую, и я хочу вам такой бонус зробить. Хочу показать вам, вулиця вельми пригожая. Глядите, такие крамки тут, кафе, ресторани. Ось ми бачимо кольори. Значить, гэта вулиця, на якой знаходиться музей Чорльоніса. Глядите, коли ласка. Ой, такие кафешки тут классные. Так и хочется тут посидеть. Но выходные яны заўсёды полные. Значит, вот, поглядите, здесь находится музей Чорльоніса. Але я хотела бы все-таки вам показать, якая гэта вулица. Вось она. Здесь есть такий червоний будинок.
на повороті. Тут ось такий червоний він. І на повороті вже ось такої вулиці. Я ще у музеї Чурлёніс не була. Ми з Олегом не були. У нас гэта яшчэ у планах. А глядзіце, што мы бачым у вокнах. Які колер, так само, які колеры у вокнах музея. Бачите? Але я хочу сёння вам показать не музей Чурлёніса, а сюрприз вам зрабіць. Мы пойдем вось гэты дворик. Итак, сябры, мы заходим вот в такую, ну, как бы двор. Мы выходим в двор, в арочку, правее музея Чурлёніса. Далее мы идем. Далее мы идем далее. Ось эта машинка стоит, але тут так само дворик. Мы мусим повернуть сюда. Мне здається, что мы заблудились. А, да, ось. Ага, старая подруга. Итак, сябры, мы с вами завернули. И я вам зараз покажу самую вузкую вулицу, може, у всій Литве. Ну, у Вільні так точно. Так, ладно. Про якую мало хто ведае. Мало хто ведае, але гэта сапраўды вуліца. Таму што на ёй па абедзвюх баках ёсць дамы, у них ёсць кватэры, уваходы, дзверы і нават дарога замощена. Вот паглядзіце. Яна, ну, брук. И так, глядите, здесь таки металличная лестница на другий поверх. И мы идем, далее. Глядите, Подожди, а должно быть... Маленький. Ширина этой улицы. Вот дверь, окна, мостовая и водосточный щуп, домы. Идем далее. Пошли далее по узкой улице. Я слышу голосы людей. Тут живут люди. Это улица. А трамваи тут не ходят? Ось. Яна вельми короткая. Ось двери, ось квартиры. Ось тут человек вышел с квартиры. Тут человек вышел. Тут улица заворачивает. Сюда. А это с кафе. Тут, видимо, высершая дверь. И мы тут улица. Тут улица заканчивается. И мы выходим на поверхность. Такая долгая улица.
У якої виходили? Коллега така шлагбаум. Покажи. Вот там мы выходили. А сюди? А сюди налево? Мы видим на ту улицу, по якой пришли. На улице там, где музей Чорльониса. Зараз покажем. Ось, коли ласка. А ні, ми навіть вийшли у той же вихід. Ось. Вот музей Чорльониса. Да. Миколаус Константинос Чурльонис. Чурльоня на май. Чурльониса дом. І ось, а справа это, Шавів. это арочка. Шавичаус. Готовы. Вот здесь это арочка. Так что сегодня вы поглядели самую и доведались, где находится самая вузкая вулочка в Вильне. Короткая, але вузкая. Сябры, мы вот вышли с той вулицы, почався дождик, но зараз он уже проходит, а на ратуше установили пыльца працує. Сябры, покажу вам. Это Вильня, сябры, это Вильня. Кто это поет? Гляньте. Гляньте. Яны из-за дождя. Из-за дождя.
сябры. Як ми трапили на такое классное. Такий голос чудовний, такий піаніст. Як я хочу так грати на піаніно. Але мені треба сиходити, поважані сябри. І тому я сподіваюся, сьогоднішнє відео так само вам сподобалося. Ось так. Вместе з пильцою іде дождик, працює пильця, гучить музика. Гэта Вільня, детка.